Тут все управление через да, все на английском языке. Основные парниковые газы Земли – это водяной пар, двуокись углерода, метан и так называемый тропосферный озон. Если водяной пар оказывает положительное влияние на терморегуляцию планеты, то углекислый газ и метан в высоких концентрациях весьма опасны для человека. Ученые из ведущих научных институтов страны съехались в эти дни в Якутию и проведут для молодых якутских ученых лекции о влиянии парниковых газов на климат планеты, а также изучат вместе с ними показания, получаемые на станции Спасская падь. Буду рассказывать, где данные хорошие, где плохие, как узнать, в это время прибор хорошо работал или плохо, нужно ли эти данные править, нужно ли пересчитывать, каким-то образом вводить поправки. Я приехала в первую очередь как лектор, но я с большим удовольствием прослушаю все лекции и занятия, которые дают в том числе якутские ученые. Базовая станция Спасская падь находится рядом с Якутском и занимает территорию более 342 гектаров. Это одна из старейших станций страны и была построена еще в 1952 году. Станция имеет 3 вышки, которые расположены на территории лиственничного, березового и соснового лесов. На каждой вышке на разной высоте расположены приборы, которые измеряют концентрацию основных парниковых газов в воздухе. Метеорологические приборы стоят, и все приборы по кабелям идут в эту нашу лабораторию, и там все сохраняется с помощью регистратора данных. И мы приезжаем каждые 10 дней и собираем эти данные, и дальше используем для научных исследований. Эти исследования помогают прогнозировать влияние парниковых газов на терморегуляцию планеты и климат в целом. Ученые сходятся во мнении, что вследствие человеческой жизнедеятельности концентрация опасных парниковых газов значительно повысилась. Сейчас климат Земли сильно лихорадит, да? И мы находимся на начале природного коллапса, когда нарушается структура природной среды и характер взаимодействия ее частей. И из-за этого сейчас в последнее время участились экстремальные погодные явления, которые вызывают большую тревогу. Вообще именно люди виновны в том, что климат на Земле теплеет. На этом сходятся 95% ученых по всему миру, что происходит глобальное потепление. Сильнее всего оно происходит в северных широтах. В частности, фиксируется глобальное потепление и в Якутии. Оно составляет от градуса до 2-3 градусов. Сейчас по сравнению с доиндустриальным уровнем, это 1850 и 1900 годы. О том, что глобальное потепление чревато таянием вечной мерзлоты и повышением уровня воды в Мировом океане, знает каждый. Но не каждый знает, что, используя в повседневной жизни автомобиль или даже кондиционер, он участвует в процессе повышения концентрации опасных парниковых газов в окружающей среде, а вместе с тем в повышении того самого парникового эффекта, который ведет к глобальному потеплению. Мария Кардашевская, Артем Алексеев,